родные языки – это не всегда языки с развитой системой функциональных стилей, то есть разных сфер употребления, да? Поэтому ситуация с сохранением родных языков, она такая, что мы можем стараться сохранять домашнее изучение этих языков, и, в общем, не во всех случаях фатально необходимо именно изучение литературных школьных языков, просто потому что эти литературные языки не для всех родных языков имеются. Но что касается государственных языков, то, опять же, как правильно говорилось, обязательное изучение их в субъектах федерации, для которых они признаны государственными, это требование Конституции и Конституций этих субъектов. И поэтому, в общем, в отношении добровольности изучения государственных языков это поправка явно антиконституционная просто. Значит, в чем опасность такого поворота событий? Если у нас исключается обязательное изучение государственного языка субъекта. Значит, во-первых, это очень нехорошо с точки зрения социальных отношений в субъекте федерации. Представьте себе школу, в которой детей татарского происхождения, значит, сажают учить татарский язык, а детей там русского или там еврейского или немецкого происхождения не сажают. Значит, сразу мы получаем две группы, вот, между которыми может возникать напряженность. Вот. Но с другой стороны, значит, я бы тут вот что, значит, сказал. Чем у нас вообще литературный язык отличается от нелитературного? У литературного языка имеется большое разнообразие сфер применения. Соответственно, у него имеются различные функциональные стили. Домашний язык – это язык почти исключительно диалоговый. В нем не употребляется значительное количество сложных конструкций языковых и довольно маленькое количество слов. Официальные функциональные стили – это деловой, научный, язык художественной литературы. Все эти стили, я надеюсь, что всем понятно, что необходимы для полноценного функционирования языка. Просто ряд языковых структур до создания литературного языка действует исключительно действует исключительно в больших эпических текстах, так сказать. Вот. Когда мы имеем дело с дописьменным языком, для татарского об этом, конечно, уже там 1000 лет как разговора нет, вот, но когда мы имеем дело с дописьменным языком, то он функционирует в основном в качестве диалогического языка с небольшим количеством синтаксических и морфологических конструкций. И, кроме того, в качестве языка крупных форм фольклора, где у нас, значит, развиваются сложные конструкции для выражения сложных последовательностей мысли. Вот. А когда у нас развивается литературный язык, то тут же все эти конструкции пускаются в ход, образуются новые, более сложные конструкции и так далее.
Значит, для тюркских языков литературные языки начали развиваться уже очень давно. То есть практически зафиксирован у нас язык рунических надписей, в которых это уже письменный язык, уже со сложными конструкциями. Очень много всего такого в древнеугурском языке, и, как в свое время доказал Ильхам Рахимович Тенишев, литературные средневековые языки, в том числе поволжский тюрки, он же старотатарский литературный язык, являются в большой степени наследниками этой древнеугурской литературной традиции, из которой все эти приемы и конструкции доходят до современных тюркских литературных языков. Вот. Надо сказать, что влияние на современное... Ну, тут можно сделать небольшой исторический экскурс, значит, относительно постоянной борьбы, значит, диалектической, инновационных тенденций и традиционных в литературном татарском языке. Это касается, в общем-то, и большинства других литературных тюркских языков, особенно на территории России. Значит, с одной стороны, в конце 19-го, начале 20 века сами татарские просветители работали над некоторой модернизацией старотатарского языка и созданием обновленного литературного татарского языка еще в арабской графике. Вот. Это была большая работа, которая велась среди культурных слоев татарского населения. С другой стороны, шло такое со стороны частично русского государства, но, в общем, тут такая двойственная тенденция, потому что, с одной стороны, значит, это все было окрашено сначала православным миссионерством, потом, значит, потом большевистским миссионерством, да. Вот, значит, этим занимался действительно крупный тюрколог Ильмирский и другие достаточно образованные тюркологи. Значит, они пытались для целей, как это позиционировалось, для целей христианского миссионерства, православного миссионерства, разбивать новые литературные языки не на основании традиционного литературного арабографического языка, культурного, а на основании на основании народных говоров. Хотя направленность этого была вот такая, но эта деятельность была не бесполезной, потому что, значит, соответствующие же тенденции введения элементов народных говоров в татарский язык литературный велась и, собственно, татарскими просветителями. В общем, в результате там где-то к 20-м годам мы имеем уже такой развитый татарский литературный язык, вобравший в себя обе струи и при этом вполне современный. Переход на латинскую, а затем на кириллическую орфографию, с одной стороны, конечно, был вреден для непосредственного продолжения литературной традиции, но, с другой стороны, для более простого обучения более широких масс людей непосредственно современному татарскому литературному языку, вероятно, такой переход был и полезен в чем-то, потому что обе эти орфографии, и латинская, и кириллическая, более хорошо отражают просто
произносительные особенности татарские. Хотя надо сказать, что та старая латинская орфография татарская была, конечно, лучше разработана для татарского языка, чем кириллическая. Кириллическая хуже, поэтому проблема перехода на латинскую орфографию опять мы знаем, что в республике поднималась. Но тут тоже такой двойственный эффект, потому что, с одной стороны, конечно, та орфография лучше, но с другой стороны, любая резкая замена орфографии – это всегда некоторый период растерянности в рядах населения, потому что мы сразу получаем большой слой людей функционально неграмотных. И для того, чтобы с этим бороться, нужны специальные вложения средств и сил, на которые непонятно, были ли все способны. Вот. То, что сейчас происходит, значит, это вот что. Если у нас сейчас прекратится функционирование татарского языка в общем, мне тут задавала вопрос, прошу прощения, Радио Россия. Я не знаю, покажут они это или не покажут. Вопрос состоял в том, что, для сохранения языка, как известно, важнее всего, чтобы говорили в семье. Какое же значение может иметь уничтожение школьного преподавания на татарском языке? На это ответ очень простой. В семье учат семейный язык, литературный язык изучают в школе. И если это прекратить, то у нас сразу оказываются люди, не владеющие рядом функциональных стилей татарского языка. Несколько лет назад к нам в институт поступал запрос от президента Татарстана, между прочим, по довольно важной теме, а именно это был вопрос о том, нельзя ли вернуться к возможности написания научных диссертаций по гуманитарным хотя бы дисциплинам на татарском языке. Это вопрос очень правильный, потому что это вопрос, который, если бы это разрешили, то это улучшило бы сразу ситуацию с положением татарского научного стиля, функционального стиля татарского языка научного. И это, с другой стороны, проблема, которая стоит не только перед татарским языком, но и перед русским. Сейчас довольно часто мы слышим из уст ведущих ученых, не гуманитариев все-таки, что статьи надо писать сразу на английском языке. Научные работы надо писать на английском, потому что тогда их прочтут во всем мире, значит, а по-русски писать их не надо. И, соответственно, с еще большей силой этот вопрос становится для татарского языка. Зачем писать научные работы на татарском языке? В свое время один из принятых, в ВАКе все время менялась эта система очень сильно. Один из принятых в ВАКе стилей поведения был такой: диссертации можно писать на татарском языке, там, соответственно, на казахском, это в советское время было там на азербайджанском и так далее, но автореферат надо писать на русском. Это, пожалуй, один, наиболее выгодный способ поведения, потому что, с одной стороны, может быть, авторефераты надо писать сразу на английском, я не знаю. Потому что, с одной стороны, при этом мы сохраняем все потенции татарского, казахского, азербайджанского и так далее языка, сохраняем специальную терминологию, принятую научными школами Татарстана. Некоторые вещи просто гораздо лучше выразить по-татарски, чем по-русски, а по-русски, чем по-английски.
А с другой стороны, мы все-таки делаем для мировой науки несколько более доступным то, что делается этими научными школами. То есть человек может прочитать автореферат по-английски там, и потом понять, значит, стоит ли ему разбираться дальше с этой работой по-татарски. Мы попытались внести это предложение в ВАК, но оно, конечно, было проигнорировано. Вот. Значит, с другой стороны, я бы хотела еще выразить некоторые сомнения в том, что ситуацию можно спасти, организовывая частные татарские школы, потому что тут все сразу будет завязано на социальном расслоении. Мы получим, кроме расслоения между русскоязычным и татароязычным населением Татарстана, мы получим имущественное расслоение, потому что, как вы понимаете, не всякий человек способен своего ребенка отдать в частную школу, даже если он хочет, чтобы ребенок изучал литературный татарский язык. И, в общем, мне кажется, что надо стараться не опускать руки и все-таки требовать снятия этой поправки по конституционным причинам, а кроме того, просто призывая, просто это все, значит, все результаты, которые можно просматривать, они ведут прежде всего к развалу страны. Вот и все. Ну вот, я, пожалуй, все.